Срочная госпитализация, непростое состояние президента, новый вид российских ползучих дронов на фронте, а также передел мира между Москвой, Пекином и Вашингтоном. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Идут вперед. В Украине заявляют о продвижении россиян в Донецкой области. За сутки на позиции ВСУ сбрасывают 200 авиабомб и более 2000 дронов. Но каковы потери самой России? Кремль устроил проверку для Зеленского. Чего хочет Москва? Громкое заявление. Армию США могут разбить в военном конфликте. Испытание НАТО на прочность, а также скандал в королевской семье. Что не так? Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Войска РФ двинулись вперед. Линия фронта меняется в Донецкой области. Наступление и продвижение признают украинские мониторинговые каналы. В частности, Deep State накануне заявил о том, что армии Путина удалось изменить свои позиции в районе Надеждинки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко. Все эти 5 населенных пунктов находятся в Донецкой области. На востоке Украины активно работает авиация РФ. Лишь за сутки более 100 авиаударов. Чтобы выбить ВСУ с позиции, россияне также активно применяют на линии столкновения дроны «Камикадзе». Более 2500 лишь за день. Такие данные приводит Генштаб ВСУ. При этом в наступлении Россия теряет еще и людей. В Лондоне заявляют, что по последним данным Москва в 2025 году, то есть за 4 полных месяца, лишилась в общей сложности 160 тысяч военных. Это и безвозвратные потери, и раненые. Если такие темпы сохранятся до конца года, 2025 станет самым кровопролитным годом войны по числу потерь среди российских военных. Тенденция к ежегодному росту сохраняется. Минобороны Великобритании уточняют, что на данный момент Россия не смогла превратить масштабные потери 2025 года в значимые успехи на фронте. Уже больше недели никак не меняется ситуация в Курской области, где ВСУ по-прежнему контролируют часть территории. Речь идет о практически 18 квадратных километрах. Согласно данным Deep State, с 26 апреля ВС РФ не продвинулись вперед. Зеленский ранее заявлял, что украинские военные по-прежнему находятся на территории России. Но сейчас, в преддверии парада, на который они позвали многих лидеров разных стран, и часть из них приедет, часть, видимо, нет, плюс парад будет проходить довольно масштабно, и опять-таки сейчас продолжаются разговоры про мирные переговоры. В связи с этим совсем Путин решил сделать такой политический жест, объявить, что да, в Курской области война закончилась. Хотя, на самом деле, фактически, действительно, в приграничных районах Курской области бои, судя по всему, продолжаются. Не так много материалов есть оттуда, но, тем не менее, подтверждение полноценной, абсолютно четкой зачистки Курской области, взятие ее полностью под контроль российскими войсками, тоже этих подтверждений мы пока не видели. Россияне собирают для фронта детские гироскутеры, и в их новой тактике это не средства передвижения, как, например, электросамокаты или же мотоциклы, а средства для доставки мин на позиции ВСУ. Из гироскутеров они создают своеобразные машинки-камикадзе. Forbes пишет, что сейчас этими двухколесными россияне активно пользуются, ведь стоимость одного гироскутера всего $100, а это намного дешевле даже обычного БПЛА. Однако гироскутеры обладают встроенными гироскопами, благодаря которым они куда устойчивее традиционных колесных машин. Гироскутер-дрон способен быстрее других наземных роботов перемещаться по линии фронта. А благодаря низкой цене такие роботы-смертники вполне пригодны для массового применения. Нет нужды беречь их для особо ценных целей. Дешевле просто взорвать. Впрочем, военные аналитики Forbes не исключают того, что рано или поздно россияне все же будут использовать гироскутеры для передвижения по линии фронта, намекая на немаленькие потери РФ в технике и ее нехватку.
Трамп может полностью развязать руки Путину, если признает украинские оккупированные территории российскими, в частности Крым. Такой шаг может вдохновить Кремль. Москва решится испытать на прочность 5-ю статью НАТО о коллективной обороне. Для этого активизирует агрессивные действия против стран Балтии. О таком негативном сценарии пишет Financial Times. Автор материала уточняет, что провальная реакция союзников Украины на вторжение России может привести к тому, что и Североатлантический альянс продемонстрирует свою слабость, а 5-я статья окажется фикцией. Напомню, что смысл этой статьи в том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех, обязывая союзников молниеносно прийти на помощь. Американские политологи считают, что американский президент стремится к миру, где все решают сильные лидеры, которые договариваются между собой и делят мир на сферы влияния. Результатом станет мир, разделенный на троих, в котором Пекин, Москва и Вашингтон смогут делать практически все, что им вздумается, пока остаются в своих зонах. Доведенный до крайности этот сценарий даст Си Цзиньпиню право захватить Тайвань, Путину столько территорий бывшего СССР, сколько он пожелает, а Трампу взять Канаду, Гренландию и Панаму. Если все это произойдет, то такая перестройка глобального порядка станет окончательным отказом от идеалов эпохи после Холодной войны, когда считалось, что малым государствам больше не придется становиться жертвами борьбы великих держав, пишет Financial Times. А как вы считаете, такой сценарий реальный? Резкое ухудшение состояния здоровья, срыв переговоров и госпитализация. Президент Сербии попал в больницу. Вучичу пришлось прервать свой визит в США из-за недомогания. Сейчас он находится в военно-медицинской академии в Белграде. Западная пресса со ссылкой на Министерство внутренней безопасности штатов пишет, что Вучичу внезапно стало плохо в послеобеденное время, во время встречи с американскими конгрессменами Клаудией Тини и Родом Благоевичем, а также сербскими предпринимателями из США. Он обратился к врачу и немедленно вернулся на родину. Врачи решают, что с ним не так. Отмечу, что Вучичу стало плохо буквально за 6 дней до парада в Москве, куда он собирался поехать. В то же время не отменил своих планов пожать руку Путину премьер Словакии Фица. В его партии уверяют, что он собирается посетить столицу РФ 9 мая. Однако накануне в прессе уже появилась информация, что и словацкий премьер чувствует недомогание и может отменить визит. Кто же приедет на Красную площадь, а кто воздержится? В Москве уверяют, что обнародуют полные списки гостей 5 мая. Россия устроила проверку для Зеленского. В Москве вновь проигнорировали предложение Украины установить 30-дневное перемирие, но при этом заявили, что Киев должен пойти на условия Путина и его парадное перемирие и остановить любые военные операции на 72 часа. И если Украина не пойдет на такой шаг, значит Зеленский подтвердит, что он неонацист, говорит Песков. Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие – это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни. Напомню, что 11 марта и Украина, и США предложили России 30-дневное прекращение огня. В России заявили, что это хорошая идея, но так к этому и не пришли. Победа США над Китаем в войне за Тайвань находится под угрозой. О возможном поражении Вашингтона заговорил главнокомандующий войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе Сэмюэль Папара. Признание он сделал в интервью Financial Times. При этом уточнил, что риск проигрыша растет из-за быстрого роста военной мощи КНР. Но если бы такая война произошла здесь и сейчас, то Америка смогла бы выйти из этого конфликта победителем. Американская армия сохраняет ключевые преимущества, в частности, в подводных возможностях, а также в космосе и в системах, способных нейтрализовать вражеские космические активы. Но он предостерег, Китай наращивает производство вооружений, включая военные корабли, значительно быстрее США. Папара уточняет, что на каждые 1,5 подлодки, которые выпускают США, Китай делает 2. В то же время Китай строит 6 боевых кораблей в год, в то время как Штаты не успевают сделать и 2. Угроза военного конфликта остается высокой, говорит американский адмирал. Си Цзиньпин не оставил своей цели вернуть Тайвань, в том числе и силой. По данным американской разведки, Пекин хочет, чтобы к 2027 году армия КНР могла обладать возможностями для атаки на Тайвань. Но не факт, что наступление начнется
начнется через 2 года. Это не крайний срок начала новой войны. В Вашингтоне напоминают, что сейчас военные силы Пекина активно следят за ходом войны России против Украины. Они изучают опыт двух стран и пристально следят за реакцией мира на те или иные геополитические события. США наносит удар пока пробный. Чтобы не уступать Китаю, Пентагон провел успешное испытание морской гиперзвуковой ракеты. К тому же для этого использовалась технология холодного старта, которая обеспечивает возможность быстрого удара. Происходит моментальный выброс ракеты с корабельной платформы до включения двигателя, а уже ее активация происходит на расстоянии, то есть в воздухе. Эта технология рассчитана для кораблей ВМС США. Американская гиперзвуковая ракета способна развивать скорость до 6000 км в час, при этом проектная дальность составляет 2775 км. Скорость, дальность и живучесть гиперзвукового оружия – это ключ к интегрированному сдерживанию для Америки. Когда система программы быстрого конвенционального удара будет развернута, она даст нашим военным непревзойденные возможности. Принц Гарри хочет побывать на родине и помириться со своим отцом, королем Чарльзом III, ведь тот болен раком и неизвестно, как долго будет жить. О проблемах в королевской семье рассказал сам Гарри, который несколько лет назад отошел от выполнения официальных обязанностей члена королевской семьи и вместе со своей семьей переехал жить в США. Сейчас он мечтает о поездке в Лондон, но при этом не может этого сделать, ведь накануне британский апелляционный суд окончательно отклонил его иск о предоставлении госохраны. А без охраны на территории Великобритании Гарри боится находиться. В интервью BBC он уточняет, что практически ни с кем из родственников не поддерживает связь. Одной из причин является его критика королевской семьи. Ряд громких заявлений о жизни монархов он сделал в интервью американским СМИ вместе со своей супругой Меган Маркл несколько лет назад. Между мной и частью моей семьи было так много разногласий, разницы во взглядах, но именно нынешняя ситуация, продолжающаяся уже 5 лет и касающаяся человеческой жизни и безопасности, вот главный камень преткновения. Это единственное, что осталось. Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят мне написание книги. Конечно, они никогда не простят мне многое. Но знаете, я бы хотел примириться с семьей. Я всегда этого хотел. Нет смысла продолжать ссору. Как я уже говорил, жизнь — это нечто ценное. Я не знаю, сколько времени осталось у моего отца. Он отказывается со мной разговаривать из-за всей этой истории с безопасностью. Но было бы хорошо помириться. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.